Здравствуйте. Это специальный разбор от ингушского независимого издания «Фортанга». Здравствуйте. Сегодня мы погрузимся в события, которые произошли полвека назад, но до сих пор очень болезненно отзываются в настоящем. Да, это точно. Речь пойдет о массовом митинге ингушей в Грозном в январе 1973 года. И наша задача не просто, пересказать хронологию, мы хотим понять, что заставило тысячи людей выйти и стоять на площади в 27-градусный мороз, чего они требовали и как этот абсолютно мирный протест стал одним из ключевых моментов в новейшей истории ингушского народа. И здесь, мне кажется, важно сразу подчеркнуть, этот митинг не возник на пустом месте. Это не было что-то внезапное, он стал, скажем так, кульминацией очень долгого, очень мучительного процесса. Который начался с депортации 1944 года. После возвращения из ссылки, вот эта громко провозглашенная реабилитация для ингушей оказалась, по сути, фикцией. Главной незаживающей раной оставался вопрос о пригородном районе и части Владикавказа. Исторической колыбели этноса. Да, где до высылки жила почти половина народа. Эти земли просто отторгли и не вернули при восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 1957 году. Вот сам термин «незавершенная реабилитация» звучит очень так по-бюрократически. Давайте попробуем объяснить, что это означало для обычного человека, вот для семьи, которая вернулась из Казахстана. Как это было в жизни? В жизни это выглядело как постоянное ежедневное унижение и бесправие. В источниках есть очень точная формулировка. На вернувшихся смотрели не как на реабилитированных, то есть восстановленных в правах. А как? А как на помилованных изменников. Представляете, это клеймо сохранялось десятилетиями, и оно создавало атмосферу, тотальной уязвимости. По сути, людей вернули, а родину нет. Власти Северной Осетии, в состав которой передали пригородный район, делали все возможное, чтобы ингуши туда не возвращались. То есть это была не какая-то там бытовая неприязнь на уровне соседей, а целенаправленная государственная политика? Именно. Закрепленная документами. Было специальное постановление Совета министров СОА СССР, которое прямо запрещало и прописывать ингушей, и продавать им дома. Как это вообще работало на практике? Это была целая система. Во-первых, тотальные отказы в прописке. Органы милиции под любым самым абсурдным предлогом просто не регистрировали. А без прописки в СССР человек никто. Совершенно верно. Ни работы, ни медпомощи, детей в школу не отдать. Во-вторых, запрет на куплю-продажу жилья. Ингуш не мог легально купить дом на своей исторической земле. И люди были вынуждены нелегально через подставных лиц выкупать свои же собственные дома у новых владельцев. Тех, кого заселили туда после депортации. Но власти и этому мешали. Это просто трудно себе представить. Жизнь, в которой ты даже крышу над головой законно не можешь обрести. И, я так понимаю, это давление распространялось и на возможность просто заработать на жизнь. Безусловно, это была, по сути, экономическая сегрегация. Ингушей крайне неохотно брали на работу. Особенно на какие-то более-менее приличные должности. Угу. Их уделом были самые отсталые колхозы. Из-за этого массовая безработица. Мужчины были вынуждены уезжать на сезонные заработки по всему Союзу. Сибирь, Прибалтика, куда угодно, лишь бы прокормить семью. А социальная сфера? Это отдельная история, доходила до абсурда. Пенсионеры или многодетные матери, которые жили в пригородном районе, должны были каждый месяц ездить за своими пособиями в Назрань. То есть формально в другую административную единицу. Система, выстроенная, чтобы просто выдавить людей. А что происходило с языком, с культурой? Ведь это же основа идентичности. И по ней тоже нанесли удар. В школах пригородного района, где ингушских детей было много, они не могли изучать родной ингушский язык, ни литературу, ни свою историю. Прямой путь к ассимиляции. Да. И что мы получаем в итоге? Ты лишен дома, работы, прав. У твоих детей отнимают язык и память. У людей было ощущение, что катастрофа 1944 года не закончилась. Они физически вернулись, а юридически все еще в ссылке. И вот на фоне этого постоянного напряжения власти Северной Осетии в 1963 году делают еще один шаг, который, судя по всему, стал той самой последней каплей. Да, это был очень продуманный ход. Они включили в состав пригородного района земли правобережья Терека, которые исторически к нему вообще не относились. Зачем? Цель была простая
изменить исторические границы до неузнаваемости, чтобы потом на всех уровнях заявлять, что, знаете, возвращение района в прежнем виде уже технически невозможно. Ясный сигнал. Абсолютно ясный сигнал ингушскому народу. Забудьте, никто не собирается решать вашу проблему по справедливости. Но люди не забыли, и после этого, я так понимаю, начинаются уже новые этапы борьбы. Совершенно верно. Борьба шла всегда, но к началу 70-х она достигла пика. Ее кульминацией стало знаменитое письмо в Политбюро ЦК КПСС о судьбе ингушского народа. Его готовили лучшие представители интеллигенции, писатель Идрис Базоркин, например. Да. И в 1972 году под этим письмом поставили подписи тысячи человек. Для советского времени это беспрецедентный акт гражданского мужества. Люди ведь требовали не привилегий, а одного – полной реабилитации, восстановления справедливости. Итак, власти получают это письмо, за которым стоят тысячи живых людей. Какова их реакция? Диалог? Какой диалог? Реакция была предсказуемой для советской системы. Репрессивная машина заработала на полную. Началось тотальное запугивание. То есть? Людей, кто подписал, вызывали в парткомы, в КГБ. Угрожали увольнением, исключением из партии, из комсомола. Требовали публично отречься от своих подписей. Но это, как часто бывает, привело к обратному эффекту. Конечно. Это не сломило, а только сплотило людей и укрепило в их правоте. И вот, 16 января 1973 года ингуши стихийно выходят на центральную площадь имени Ленина в Грозном. Погода была, как вы уже сказали, чудовищная. Минус 27. Что стало вот этим непосредственным толчком? Одно дело общее недовольство, и совсем другое — выйти на несанкционированный митинг в СССР. Есть очень убедительная версия, что сам митинг был, скажем так, спровоцирован властями и КГБ. Был намеренно запущен слух. Какой слух? Что в Грозный для решения ингушского вопроса прилетает член Политбюро Михаил Суслов, и что он якобы готов встретиться с народом и всех выслушать. Это была циничная ловушка, но она сработала. Люди поверили. Люди, доведенные до отчаяния, но все еще верящие в какую-то высшую справедливость, там, в Москве, они поверили. И массово поехали в Грозный. И вот тысячи людей собираются на площади. Что меня больше всего поражает в описаниях очевидцев, это невероятный уровень самоорганизации и абсолютно мирный характер протеста. И это действительно так. В повестке был один единственный вопрос – возвращение отнятой Сталиным Родины. И за все 3 сутки, что длился митинг, источники подчеркивают, ни одного случая хулиганства. Ни одного. Удивительно. Более того, митингующие сами создали патрульную службу из молодежи, которая следила за порядком. Они прекрасно понимали, что любая провокация будет использована против них. То есть они сознательно демонстрировали лояльность советской власти, апеллируя к ее же законам? Именно так. Люди держали в руках портреты Ленина, транспаранты с лозунгами о дружбе народов. Не прозвучало ни одного антисоветского призыва. Есть воспоминания, как из толпы выводили нескольких провокаторов, которые пытались кричать «Долой советскую власть». Сами митингующие? Да, масштаб был огромен. По разным оценкам, до 15 тысяч человек. Добирались как могли. Власти отдали приказ поездам не останавливаться на станциях в Ингушетии. И что? Ложились на рельсы, чтобы остановить составы. Весь транспорт, какой был государственный, частный, все было мобилизовано. Назрановская трикотажная фабрика, огромное предприятие, полностью остановила работу. Потому что работницы уехали на митинг. Да, около 400 работниц уехали в Грозный. Это было настоящее национальное единение. А как на это реагировали жители самого Грозного? В основном ведь чеченцы. Поддержка была колоссальной. И это один из самых светлых моментов этой истории. Жители Грозного несли митингующим горячую еду, чай. Некоторые разбирали свои сараи, заборы на дрова, чтобы люди могли разжигать костры и хоть как-то греться в этот мороз. Есть же еще эта почти легендарная история про кровников. Да, это уникальный случай. Прямо на площади случайно встретились 2 кровника. И один из них, перед всем народом, публично простил другого. Сказал, что сейчас у них есть общая родина, и личная вражда на этом фоне ничто. Давайте просто на секунду остановимся. В культуре, где кровная месть — это закон, такое публичное прощение — это показывает, что для людей это был не просто политический протест.
Это был какой-то сакральный, определяющий для нации момент. Личное ушло на второй план перед лицом общей судьбы. Это демонстрирует высочайший уровень не только самоорганизации, но и, скажем так, моральных устоев. А власти? Что делали власти? А власти были в полной растерянности, действовали крайне неуклюже. Сначала они с балкона обкома партии через мегафоны кричали, что людей обманули, что никакой комиссии из Москвы нет, требовали разойтись. Но люди не уходили. Нет. Тогда они начали торговаться. «Дайте нам делегацию 10 человек». Народ отказался. «Хорошо, 30 человек». Снова отказ. Тогда предложили целый зал Дома политпросвещения. Но митингующие стояли на своем. Пусть представители власти выйдут ко всему народу. Принципиальная позиция. Да, и когда стало ясно, что уговоры не работают, власти перешли к давлению. Площадь оцепили плотным кольцом милиции и внутренних войск. Затем, чтобы заглушить ораторов, включили на полную громкость музыку. Но и это не сработало. Нет. Несколько молодых ребят, как вспоминают очевидцы, забрались по пожарной лестнице на крышу соседнего здания и просто оборвали провода у громкоговорителей. Митинг продолжался непрерывно 3 суток. 94 часа. И в конце концов в Грозный ведь действительно прилетела делегация из Москвы во главе с председателем Совмина РСФСР Соломенцевым. Да, прилетела. И это выглядело как победа. Но на деле стало началом конца. Что произошло? Людям с высокой трибуны пообещали, что их требования самым внимательным образом рассмотрят, что будет создана комиссия, которая во всем разберется. К площади подали десятки автобусов, чтобы развести людей по домам, и один из лидеров протеста, уважаемый всеми Джабраил Картоев, он, выполняя просьбу руководства и искренне желая избежать кровопролития, поднялся на трибуну и призвал людей поверить властям и разойтись. И люди поверили? Большинство — да, особенно старики, женщины. Они были измучены холодом, голодом. Они поверили, сели в автобусы и уехали. Но на площади осталось несколько сотен человек, в основном молодежь, самые непримиримые. Те, кто не поверил ни единому слову. Именно. И вот тогда, в ночь на 19 января, начался жестокий силовой разгон. Что они сделали? Против оставшихся бросили пожарные машины. В 27-градусный мороз людей начали поливать ледяной водой из бронспойтов. Очевидцы говорят, что напор был такой силы, что людей просто сбивало с ног. Боже мой, использовать ледяную воду в такой мороз — это же пытка. А потом в дело вступили солдаты. С дубинками, саперными лопатками, прикладами автоматов. Они начали избивать тех, кто еще оставался на ногах. Заталкивали в грузовики, увозили в воинскую часть на допросы. Били жестоко. Один молодой человек, он получил удар прикладом по голове и через несколько дней скончался в больнице. Утром 19 января площадь была пуста. Свидетели описывают жуткую картину. Вся площадь усеяна шапками, сбитыми струями воды и покрыта крошевом льда. И зловещая тишина. После такого жестокого разгона, очевидно, последовали репрессии. Да, но тут есть очень показательный момент. Формально никого не судили именно за участие в митинге, потому что он был настолько безупречно мирным, что придраться было не к чему. Поэтому власти пошли по другому пути. Людям начали, что называется, шить уголовные дела, не связанные с митингом. Например? Например, одного из главных активистов, Магомеда Хабриева, осудили за якобы неправильно оформленную им когда-то пенсию. Другим находили хозяйственные преступления, многих просто уволили с работы, отчислили из институтов. А в официальных документах? А в документах ЦК КПСС митинг получил стандартное клеймо «Антиобщественное националистическое сборище». Но самая главная территориальная проблема, из-за которой все и началось, так и не была решена. И вот это ключевой итог. Проблема не просто не была решена, ее загнали еще глубже. Власть показала, что к диалогу не готова и будет отвечать на мирный протест только силой. И вот эта нерешенность, эта застарелая боль стала одной из главных причин трагедии осени 1992 года. Напряжение, которое копилось десятилетиями, в итоге взорвалось. Та этническая чистка, десятки тысяч беженцев – это прямое следствие того, что вопрос, поднятый в 1973 году, был проигнорирован и подавлен. История, как говорят, повторяется, и методы власти из 1973 года поразительно напоминают то, что произошло в Ингушетии уже в наше время. Да, параллели с митингом в Магасе в 2018-2019 годах просто поразительны.
до дрожи. Люди также мирно вышли протестовать против несправедливого, по их мнению, решения, на этот раз о границе с Чечней. Также требовали диалога, также демонстрировали невероятную выдержку. И реакция властей была до боли похожей. Сначала игнорирование, а затем силовой разгон мирной акции 27 марта 2019 года и беспрецедентные по масштабу репрессии в рамках так называемого ингушского дела. Абсолютно. Десятки уголовных дел, сотни административных. Реальные огромные тюремные сроки для лидеров протеста, которых обвинили в создании экстремистского сообщества. То есть, как и почти полвека назад, на мирный гражданский протест власть ответила дубинками и тюрьмой. Да. И в том и в другом случае диалогу предпочли силовой сценарий. Митинг 1973 года не привел к немедленному возвращению земель, но он вошел в историю как пример несгибаемой воли народа мирно в рамках закона бороться за свои права. Это событие стало важнейшей вехой в формировании национального самосознания. Оно показало высочайший уровень достоинства людей перед лицом бездушной государственной машины, и оно оставляет нам очень тяжелый вопрос, который не потерял актуальности и сегодня. Почему мирный диалог, которого требовали люди и в 1973, и в 2019 году, для власти оказывается страшнее и неприемлемее, чем силовое подавление? Этот вопрос остается для осмысления. Это был наш разбор источников от проекта «Фортанга». Чтобы следить за нашими материалами и не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Спасибо.